Я хотел сегодня вспомнить хадис нашего любимого пророка, саллаллаху алейхи вассалям, в котором он говорит: «Ихтаним хамсан кабляль хамс». Умей ценить 5 вещей до того, как пришло следующих 5 вещей. Умей ценить 5 до того, как пришло следующих 5. Что же первое? Шабабака кабля харамик. Умей ценить свою молодость до того, как пришла старость. Умей ценить свою молодость до того, как пришла старость. Ибо в молодости, то есть пожилому человеку легче делать айбадат, поклонение. Если говорить объективно, то пожилой человек не всегда все грехи может сделать. При всем желании некоторые грехи у него уже не получаются. Молодой человек, его тянет, у него есть нафс, ему очень тяжело с собой совладать, он молодой. Вот если он сможет себя сдержать, о таком человеке Расулуллах саллаллаху алейхи вассалям сказал: «Хайру шабабикум ман ташаббаха бикухуликум ва шарру кухуликум ман ташаббаха бишабабикум». Лучший из вас молодой человек – это тот, кто подобен старцу. Но худший из вас старец тот, который подобен молодому. Он говорит: я еще молодой, мне хоть еле хожу, но душа у меня там 18-летняя и совершает грехи. И такой человек вызывает больше отвращения. Например, мы едем в автобусе, старая бабушка в платке, уважительно хотим уступить ей место. Но есть бабушка, которая не понимает о том, что красота ее увяла, уже ушла, одевает какие-то капроновые колготки, красит губы, там какой-то парик одевает, пытается выглядеть как молодая девушка. То у всех сидящих в автобусе возникает некое отторжение к ней. То есть у тебя уже и красоты нет, но тебе, по-моему, никто об этом не сказал. И она в таком состоянии. Поэтому старец, который пытается уподобиться молодым, он худший старец, а молодой человек, который пытается быть как старец, понимая, что жизнь, она короткая, в любой момент он может уйти из этого мира, и ни у кого у нас в руках и с вами нет договора, что мы доживем до пенсии, что мы доживем хотя бы до следующего года. У нас же нет договора, мы ни с кем его не подписывали. И многие те, кто ушли из этого мира, они ушли, а планов у них было на 10-15 лет вперед. Все собирались жить долго. Поэтому нужно уметь ценить молодость до того, как пришла старость. В молодости мы можем больше принести пользу своему народу, своей религии, сделать больше поклонений. Даже хадж в старости совершать труднее. Делать таваф, человек думает, где бы посидеть, где бы отдохнуть. Молодой человек может сделать больше поклонения. Даже на примере хаджа, на примере поста, саума. То есть примеров очень много. Ночные стояния, ночные молитвы, получение знаний, самое главное. Все это делается в молодости, поэтому нужно ценить это время. Второй совет: умей ценить свое здоровье до того, как придет болезнь. Порой мы тратим свое здоровье, чтобы заработать деньги. Затем готовы отдать все эти деньги, чтобы восстановить здоровье. Но это не всегда предоставляется возможным. Не всегда получается восстановить свое здоровье. Поэтому умей его ценить. Это богатство. Спроси у того, кто не может видеть, сколько бы он отдал, чтобы у него появились зрячие глаза, как у тебя. Того, кто не может идти, того, кто не может держать, спроси его об этом. И благодари Аллаху субхану ва тааля. То есть умей ценить свое здоровье до того, как пришла болезнь. Третий совет: уагинака пабля факрик. Умей ценить свое богатство, имущество, которое дал Аллах субхану ва тааля, до того, как пришла бедность. Умей ценить. Ты можешь иметь имущество, ты можешь быть богатым при условии, что ты платишь свой закат, но ни в коем случае не пускай это в свое сердце.